Здравствуйте, друзья! С вами я, Лара Володина, и 250 собачек. Кстати, хочу заметить, что теперь собак у меня больше, чем в ППЖ. Там всего осталось после зачистки и даже уничтожения будок, не только собак, всего 246. Вот так. Ну ладно, я не об этом. Я о своем. Тяжело сейчас всем. Чем больше у куратора собак, тем тяжелее. Это и понятно. И каждый ролик, я думаю, о чем вам рассказать. Что-нибудь новенького, а новенького нет. Кроме сплошного горя и проблем вокруг и рядом, и рассказать нечего. Но ведь вы устали слышать одно и то же. А хорошего кот наплакал. И все-таки я нашла эту малость хорошего, чтобы вас порадовать. За эти январские дни у нас уехали несколько собачуль в семьи. Итак, на Новый год уехал в семью Натальи в Нижегородскую область наш брюнет Блэк. Я очень ей благодарна, что она согласилась взять черненького мальчика. Как вы помните, не раз говорила, черные трудно пристраиваются. На словах их любят. Да, такой окрас любят. Но редкие ручки тоже хотят что-нибудь эдакое, но не черного. Поэтому моя огромная благодарность Наташе, что взяла Блэка. Вот и привет из прогулки. Бегает счастливый со своими друзьями. Привыкает, уже ознакомился со своим домом, знает свою хозяйку, улицу, двор, терпит шипящих рядом кошек. Хорошо, когда собака обретает свой дом и уезжает из нашего стайного содержания, из нашей массовки. Я так радуюсь всегда этому. Наташа, спасибо вам огромное. Блэк, смотри сюда. Эй, Блэк, погулять вышли. Эй, ты что там делаешь? Привет из дома. Вторая приятная новость. Мальчишка по имени Штрудель, спасенный в минус 50 из ППЖ год назад. Спасала я его в крови, поэтому и спасала. Вся шея была в крови. Понимала, что докусают его там, в вольере. А забрав, он долго не мог наесться. Год прожил у нас, вылечили желудок, раздобрел, хороший, спокойный, со всеми миролюбивый мальчишка. Все, загрузил собачку. Загрузил собачку. Ну, давай. Все, ты поехал. Поехал. И вот он уехал в семью Анечки, аж в центр Питера. Теперь он там живет у Смольного и гуляет в парке по центру города. Осталось дело за малым – обучиться жить в квартире, а летом на даче, не метить по углам и ждать время выгула. Я бесконечно благодарна людям, которые вот так выбирают обычных, с незамысловатым окрасом, да и просто выбирают, несмотря на то, что у них уже есть приютская собака, и вторая собака у мамы приютская тоже. Спасибо вам большое за это, дорогие люди. Анечка, спасибо от всего сердца. Штрудель. Привет, зайчик. Штрудель. Скажем, я пока не знаю еще, что я штрудель. Да?
И третья хорошая новость. Собачка Мушка, спасенная года 2,5 назад из ППЖ, тоже уехала в Европу, тоже дождалась счастливого своего часа. Хорошо, что у нее были сданы титры на бешенство. Уехала в семью, где уже жила якутская наша Шурочка, тоже с ППЖ, уехавшая только годом раньше. Вот так, две якуточки с похожим окрасом, прожившие какое-то время на одной передержке в Москве, вновь встретились на чужбине в одной семье, где их бесконечно любят. Я очень благодарю семью и семьи, которые берут по нескольку собак, знают, что это дополнительные хлопоты, но тем не менее берут. Огромное, огромное им спасибо. Пусть наши девчонки весело гуляют на Балтийском море. Это лучше, чем сдохнуть в ППЖ, и лучше, чем в Москве. Это однозначно. И возвращаясь к реалиям и будням нашей жизни, у нас снова проблема. И снова с Алиской. Как же не везет красивым, умным, покладистым, шикарным собакам. То с зубами были у нее проблемы, пришлось удалять, вся челюсть опухала. Теперь у глаза выскочила шишка, абсцесс, воспаление, нагноение. Не хочу думать о плохом. Но пришлось вскрывать, прочищать, обрабатывать. И девчушка все это дала сделать без наркоза. Она знает, что ей хотят помочь. Наркоз ведь тоже вреден. Ну, что ты, красавица? А, Алиска? Алис, ну посмотри на меня. Не друг тебе больше, да? Не друг я тебе больше. Она доверяет человеку. Пока неделю лечим, обрабатываем, как доктор прописал. Потом снова к врачу. И как врач советует, сделать бы КТ, чтобы исключить онко. Ну, понятное дело, что так выглядит фронтит, то есть воспаление фронтальной пазухи носа. Но другое дело, ну, здесь, может быть, на телефоне не очень хорошо видно, здесь в самой пазухе такая ячеистая структура, и больше всего смущает вот этот вот бугорок на черепе. Поэтому мы все-таки не исключаем новообразование. Вот эти мягкие ткани, это вот то, откуда мы все это дело откачиваем. Ну да, я понял. А вот этот бугорок с ячеистой структурой не нравится вообще. Ну и, в общем-то, для, так сказать, дифференциации диагноза фронтит или новообразование, да, какая-то неоплазия, рак, все-таки проведение компьютерной томографии. Если, не знаю, есть у вас такая возможность съездить куда-нибудь в Москву? Не знаю. Пока что делаем дома? Промывание полости. Как вот сегодня промывали хлоргексидином, мирамистином, обычными антисептиками. Друзья, нужна ваша помощь, поддержка. Кроме нее идут стерилизации на других собак. Поведаю вам о них в следующем ролике. Тоже затратно. За неделю прошедшую оплачено также у нас 15 собак. И все равно большая часть их за январь остается неоплачена. Очень нуждаемся в помощи вашей. Об этом буду говорить всегда. Помогайте им. Без вас не справиться.